Всем привет, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра I+. Давайте разберем некоторые задания предыдущего среза. Итак, третье задание. Угол МНО равен 120 градусов, а угол КЛФ тупой угол. Необходимо сравнить данные два угла. Мы точное значение второго угла не знаем, но знаем, что он тупой. А это значит, что его угловой размер будет больше 90 градусов. То есть это может быть 100 градусов. Тогда первый угол будет больше. Но также это может быть и 150 градусов, к примеру. Тогда первый угол будет меньше. И поскольку мы не знаем точного значения второго угла, то определить, какой угол больше, мы не можем. А следовательно, невозможно определить. Далее пятое задание. Необходимо определить угловую меру между часовой и минутной стрелкой, когда время показывает на часах 5 часов ровно. Итак, когда у нас 5:00, то часовая стрелка указывает на пятерку, а минутная стрелка направлена вертикально вверх, то есть указывает на 12. Данный угол между двумя стрелками будет состоять из 5 таких вот областей. Таких областей у нас в общем на циферблате 12, а полный оборот это 360 градусов. Тогда угол одной такой области это 360 градусов поделить на 12, то есть 30 градусов. А у нас между стрелками 5 таких областей, то есть 5 умножаем на 30, получаем 150 градусов. Это и есть угол между часовой и минутной стрелкой. Шестое задание. Угол АОС равен 100 градусов, угол СОД равен 30 градусов. ОБ это биссектриса угла АОС. Необходимо найти угол БОД. Итак, ОБ это биссектриса угла АОС. Следовательно, она угол делит на два равных угла. Если в общем АОС 100 градусов, то биссектриса поделит данный угол на два угла по 50 градусов. Далее угол СОД 30 градусов. Тогда угол БОД будет равен 50 плюс 30 градусов. А это 80 градусов. Десятое задание. ОБ является биссектрисой угла АОС. ОД биссектриса угла БОС. Угол ДОС равен 15 градусов. Необходимо найти угол АОС. Давайте нарисуем. Итак, у нас есть угол АОС. Далее нарисуем биссектрису ОБ. Данные два угла равны между собой. Далее в угле БОС нарисуем биссектрису ОД. Теперь данные два угла равны. Итак, угол ДОС равен 15 градусов. Это данный угол. Аналогично угол БОД будет равен 15 градусов. Тогда угол БОС будет равен 30 градусов. Но ведь мы также знаем, что он будет равен углу АОБ, так как ОБ биссектриса угла АОС, поэтому данный угол также 30 градусов. В итоге угол АОС будет равен 30 и 30 градусов, это 60 градусов. А теперь разберем некоторые задания предыдущей домашней работы. Итак, пятое задание. Часы показывают 10:00. Необходимо определить угол между минутной и часовой стрелкой. Давайте их нарисуем. Часовая стрелка у нас указывает на десятку, а минутная на 12. Между этими стрелками находятся две таких части. Мы знаем, что каждая часть имеет угол равный 30 градусов. В итоге получается у нас две части по 30 градусов. Это 30 умножить на 2 равно 60 градусов. То есть угол между часовой и минутной стрелками будет 60 градусов. Далее девятое задание. Угол ЕОП равен 110 градусов, угол НОФ 130 градусов. И необходимо найти угол НОП. Итак, угол ЕОП это вот такой вот угол. Он равен 110 градусов. Зная данный угол, можно легко найти угол ПОФ. Вместе они образуют развернутый угол 180 градусов, то есть угол ПОФ будет равен 180 градусов минус 110 градусов. Это будет 70 градусов. Далее угол НОФ, это вот этот угол, равен 130 градусов. Тогда мы сразу можем найти угол НОП. Он будет равен 130 градусов минус 70. Получаем 60 градусов. Это наш ответ. Далее 11 задание. Часы показывают 2 часа. Минутная стрелка поворачивается на 180 градусов. Какое будет время на часах? Итак, когда у нас время 2 часа, то часовая стрелка указывает на двойку, а минутная стрелка указывает на 12, то есть вертикально вверх. Когда минутная стрелка повернется на 180 градусов, то она будет указывать уже на шестерку. В этом случае она прошла полоборота. Тогда и часовая стрелка сдвинется на полчаса. Будет показывать куда-то сюда.
А время на часах будет равно 2:30. 16 задание. У нас дан круг. Он разделен на три угла. АОБ, БОЦ и АОЦ. Эти углы нам необходимо найти. Если известно, что угол АОБ плюс угол БОЦ равен 220 градусов. Давайте это сразу обозначим. Это данный угол. Далее мы сразу можем определить угол АОЦ. Он будет равен 360 градусов. Это полный оборот, или наша окружность, минус 220 градусов. Получается 140 градусов. Это угол АОЦ. Далее угол БОЦ плюс угол АОЦ равен 290 градусов. Давайте сразу нарисуем. Это вот этот вот угол. Тогда, соответственно, мы можем сразу определить угол АОБ как 360 минус 290. Получается 70 градусов. Это угол АОБ. Ну а поскольку мы знаем уже два угла, третий угол не составит труда найти. Нужно от 360 градусов отнять 140 и 70 градусов. Или же можно от 220 градусов отнять 70 градусов. В обоих случаях получится одно и то же. Получается 150 градусов. Давайте проверим. Сумма всех трех углов должна давать 360 градусов. Итак, 140 плюс 150 это 290. Далее плюс 70 получается 360 градусов. То есть мы решили верно. Тема данного урока – круг и окружность. Начнем с окружности. Окружность – это замкнутая линия, состоящая из точек, которые равно удалены от какой-то выбранной точки. То есть, если мы выбираем какую-то точку и далее рисуем точки, равно удаленные от этой точки, то у нас получается как раз таки окружность. Нашу выбранную точку называют центром окружности. Как правило, обозначают буквой О. Так вот, центр. Сама окружность делит плоскость на две части. Это внутренняя часть и внешняя часть. У окружности есть такие понятия, которые отвечают за ее размер. Это радиус и диаметр. Так, нарисуем нашу окружность заново. Так вот, радиус – это отрезок, который соединяет любую точку на окружности с центром этой окружности. Обозначается радиус буквой R. Далее, диаметр – это отрезок, который соединяет две любые точки окружности и при этом проходит через центр окружности. И обозначается буквой D. На рисунке видно, что диаметр состоит из двух радиусов. Поэтому справедливо такое соотношение. Диаметр равен 2 радиуса. Ну или же 2 умножить на радиус. Далее поговорим о том, что такое круг. Круг – это вся внутренняя часть окружности. У круга также есть и радиус, и диаметр. Он равен диаметру и радиусу, соответственно, окружности, которая описывает данный круг. Если мы на окружности отметим несколько точек, допустим, точка А, точка Б и точка С, то данные точки делят окружность на так называемые дуги. То есть у нас есть дуга АБ. Дуга обозначается вот такой вот линией. Также у нас будет дуга АС. И дуга, соответственно, BC. А теперь давайте рассмотрим несколько задач, связанных с данной темой. Первое задание. Какие точки лежат вдоль окружности, внутри окружности и снаружи? Итак, вдоль окружности, то есть на самой линии, лежат точки B и D. Далее, внутри окружности лежат три точки С, О и Е. А снаружи лежат три точки Л, К и А. Далее, второе задание, первый вариант. Радиус равен 11 сантиметров. Необходимо найти диаметр. Итак, мы знаем, что диаметр равен 2 умножить на радиус. То есть диаметр состоит из двух радиусов. Тогда мы можем сразу посчитать диаметр. Мы 2 умножаем на радиус, который равен 11. И получаем 22 сантиметра. Во втором варианте, в B, диаметр Луны равен 3476 километров. Необходимо найти ее радиус. Итак, если мы получаем диаметр за счет того, что 2 умножаем на радиус, то чтобы получить радиус из диаметра, нам необходимо диаметр поделить на 2. Тогда получается мы 3476
делим на 2. Получаем 1738 километров. Третье задание. Диаметр окружности, у которой в центре находится точка А, равен 6 сантиметров. Расстояние между точками А и Б равно 5 сантиметров. Точка С является общей точкой для двух окружностей. Необходимо найти диаметр окружности с центром в точке Б. Итак, поскольку у нас диаметр равен 6 сантиметров, то радиус, который является отрезок АС, будет равен 3 сантиметра. Тогда, соответственно, если АБ равно 5, а АС равно 3, то СБ будет равно 2 сантиметра. Отсюда мы можем сразу определить диаметр окружности с центром в точке Б. Это будет ее радиус 2 умноженное на 2. Получаем 4 сантиметра. Далее четвертое задание. Сколько оборотов за 3 минуты сделает колесо, если скорость движения 200 метров в минуту, а длина окружности равна 2 метра. Итак, если мы рисуем окружность, отметим точку и начинаем рисовать окружность, то мы возвращаемся в ту же самую точку, в которой начали. И данная кривая линия будет иметь длину, равную длине окружности. При совершении одного оборота такого колеса, данное колесо будет проходить расстояние, равное длине своей окружности. Итак, давайте определим, какое в общем расстояние пройдет наше колесо. Мы должны скорость умножить на время. 200 метров в минуту умножаем на 3 минуты. Получаем 600 метров. Итак, в общем колесо пройдет расстояние в 600 метров. За один оборот колесо проходит расстояние в 2 метра. Тогда, чтобы найти, сколько оборотов было, нам нужно общее расстояние поделить на расстояние, пройденное за один оборот. 600 делим на 2. Получаем 300. То есть данное колесо совершит 300 оборотов. А теперь попробуйте решить несколько заданий самостоятельно. Первое задание. Какие точки принадлежат обоим кругам? Круг — это то, что внутри окружности. Наши круги не пересекаются, поэтому никаких общих точек у них быть не может. Далее второе. Какие точки принадлежат кругу с центром в точке А? Ну, собственно, это сама точка, являющаяся центром, и называется точка А. Далее. Какие точки принадлежат кругу с центром в точке Б? Ну, это, соответственно, также только точка Б. Далее, второе задание. Радиус окружности с центром в точке А равен 2 см. Необходимо найти диаметр окружности с центром в точке А. Это, по сути, одна и та же окружность, поэтому диаметр будет в 2 раза больше радиуса. То есть 2 умножаем на 2 сантиметра, получаем 4 сантиметра. Следующее, третье задание. Диаметр окружности равен 72 см, необходимо найти радиус. Итак, радиус в 2 раза меньше диаметра. То есть 72 делим на 2, получаем 36 сантиметров. Это и есть радиус окружности. Следующее, третье Б. Радиус равен 41 см, необходимо найти диаметр. Диаметр в 2 раза больше, чем радиус, поэтому будет равен 2 умножить на 41 равно 82 сантиметра. И, наконец, четвертое задание. Даны две пересекающиеся окружности. Они пересекаются в точках B и C. Центры данных окружностей точка А и точка О. Итак, радиус окружности с центром в точке А равен 10 см. То есть отрезок АБ равен 10. Аналогично отрезок АС также будет равен 10, поскольку это также является радиусом. Радиус окружности с центром в точке О равен 3 см. Поэтому отрезки, такие как БО и СО, равны по 3. Необходимо найти периметр четырехугольника АБОС. Периметр — это сумма всех сторон, поэтому он будет равен 10 плюс 10 плюс 3 и плюс 3. Находим сумму данных четырех чисел, получаем 26 сантиметров. Это и есть периметр нашего четырехугольника. На этом наш урок подошел к концу. Не забудьте выполнить домашнее задание. Всем удачи, всем пока.